Песни и танцы не только на сцене, но и на площадке вдали от нее. Под народные мотивы, чтобы согреться и, видимо, весело провести время, собравшиеся приплясывают вместе с артистами и даже устраивают хороводы. А украшают официальную часть концерта номера известных коллективов. Ансамбль театра драмы «Тагия Сур», народный хор «Тулыс», артисты филармонии и музыкально-драматического театра. Красочный концерт – лишь начало большого культурного марафона. Только в Сыктывкаре на 2018 год запланировано больше 100 мероприятий. Организаторы обещают провести их для всех категорий населения – от дошколят до пенсионеров. Большинство участников митинга как раз те, кто представляет культурную жизнь республики. Здесь поэты, художники, представители профильных учебных заведений, артисты и музыканты. Одни, пользуясь случаем, приглашают гостей праздника на грядущие премьеры, другие просто делятся планами на 2018. В самое последнее время я часто работаю с оперным театром, и мы ощущаем вот эту поддержку, денежное вливание, еще какое-то. Во всяком случае, театру не так плохо, как обычно. Для меня этот год культуры начинается шикарно. Особенно для меня интересно 16 и 17 февраля. Вот, приглашаем вас в театр, там будет премьера моего нового балета. Конечно же, какие-то акценты и у нас в театре будут сделаны на год культуры. Мы сейчас при поддержке нашего Министерства культуры, Федерального центра гастрольной деятельности очень активно ведем переговоры с Московским театром «Современник». И это будет очень важным событием гастрольной деятельности. В свою очередь мы планируем такие же гастрольные поездки по стране. И, конечно же, в год культуры у нас будут очень интересные большие постановки. Представителей отрасли культуры в Коми больше 8 тысяч человек. Худрук музыкально-драматического театра Светлана Горчакова своих коллег называет огромной силой, которая сделает все, чтобы жители стали самыми высокообразованными. Благо стимулов для работы у них все больше. В прошлом году работникам культуры подняли зарплату. Теперь ожидают пополнения из молодых кадров. К счастью, смена у нынешних работников компетентная. Культура, я бы сказала, для нас должно быть все. Культура, она формирует духовное состояние людей, ценности формирует также, которые необходимы. Сейчас мы видим разобщенность, а культура, она именно формирует и делает людей вместе, как-то объединяет. Несмотря на позитивный настрой, витает и некоторое непонимание происходящего. Вопросы вызывает название события. Немножко непонятна сама суть вот этого митинга, понимаете? Вот День культуры. Митинг обычно ведь как? Мы или за что-то, или против что-то. А мы что, против культуры, что ли? Однако лозунги со сцены все же доносятся. И главный от министра культуры Коми. Он призывает объединяться, чтобы сделать этот год запоминающимся. Объявленный год культуры главой республики Сергеем Анатольевичем своевременный, потому что республика на хорошем марше под темпом развития культуры. Все-таки войти в десятку регионов – это большое событие. А это будет серьезным подспорьем, шагом в дальнейшем развитии нашей республики. Преобразования, к слову, уже начались. Сегодня масштабные работы по модернизации проводятся в домах культуры, библиотеках и сельских кинотеатрах. Год культуры может стать серьезным этапом на пути к столетию республики, до которого, кстати, остается всего 3 года. Таисия Жакова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.